На площадке возле Республиканского управления ГИБДД десяток патрульных автомобилей. Перед тем, как экипажи ДПС заступят на вечернее дежурство, руководство проводит личному составу водный инструктаж. Проводим целенаправленное профилактическое мероприятие, направленное на выявление водителей, управляющих транспортными средствами с признаками опьянения, лишенных права управления в различных районах нашего города. То мы видим, что на дорогах большое количество водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, поэтому все наши усилия, все наши силы и средства должны быть направлены на то, чтобы сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения. Экипажи ДПС выезжают на места утвержденной дислокации. Первая точка – 1-й километр автодороги Сыктывкар-Троицко-Печорск на окраине столицы. Здесь дежурят сразу 8 инспекторов. Полицейские проверяют практически все проезжающие автомобили. Мероприятие в спецплане «Трезвый водитель». Ничего не употребляли, отдыхали? С работы еду. С работы едете? Вроде и работаю. Все понятно, все хорошо. Так, Алексей Германович, еще багажник откройте, пожалуйста. Ничего запрещенного не перевозите. Активное участие в операции «Нетрезвый водитель» принимают и мотопатрули. С приходом тепла скорость и маневренность такого вида спецтранспорта весьма востребована. Скрыться от мотоцикла у нарушителей получится едва ли. 70 лошадиных сил, а разгон до сотни всего за 5 секунд. Люди, конечно, реагируют, это, конечно, ново. У нас, в принципе, были мотоциклы, но это было давно, начало нулевых, а вот сейчас они, конечно, удивление, конечно, вызывает. Просто, все пока что все останавливались, никто еще пока что не уезжал. Где машина не проскочит, там все равно мотоцикл может успеть проскочить через маленькие лазейки. Так же самое по тропкам. Октябрьский проспект, местечко Доручасток. Здесь инспекторы также устроили тотальную проверку автолюбителей. Полицейские обращают внимание не только на состояние водителей, но и их железных коней. Японский седан сразу привлекает к себе внимание. У автолюбителя киргизские регистрационные знаки. На передних стеклах красуется запрещенная пленка, о которой водитель якобы не знает. Скажите, а тонировочка как оказалась у вас? Когда машину перегонял, она уже сразу тут стояла. То есть это не вы ставили, получается, да? Да, это у них, видимо, с завода. Ой, не с завода, с Америки. Если бы, я даже внимания не обратил. Если бы меня не остановили, не померили, я даже как-то езжу и все. То есть даже и не знали, что тут тонировка-то вообще есть, да? Ну да, вы же видели, я даже тонировку снимать не умею. Запрещенную тонировку молодой человек устраняет на месте, но это его не спасает. Ему выписывают штраф и вручают требования об устранении нарушения. Если водитель вздумает вернуть пленку на передние и боковые стекла, то отделаться штрафом ему уже не удастся. За игнорирование требований ГИБДД нарушителя могут на 15 суток лишить свободы. Ладогранта справа, останавливаемся. Ближе к полуночи один из экипажей, дежуривший в Эжвинском районе столицы, останавливает водителя с признаками алкогольного опьянения. Невнятной речью, характерным запахом изо рта, шаткой походкой. Мужчина не юлит и честно признается, с утра принял на грудь. Как они раз когда употребляли? Утром. Утром? Да, утром. Сегодня. Вчера, наверное. Знаешь, сегодня. Полторашки чего выпили? Жигулевского. Мужчина наотрез отказывается проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. За это его лишат прав и оштрафуют на кругленькую сумму. А вот следующий автолюбитель, которого инспектор останавливают прямо в центре Сыктывкара, решает испытать судьбу. Мужчина, который еле стоит на ногах и плохо ориентируется в пространстве, продувает алкотестер. Чудо не происходит. Результат 1244 мг на литр. Это очень много. В рамках операции «Нетрезвый водитель» инспекторы выявили полсотни автолюбителей, которые в праздничные дни управляли транспортом под шофе. 5 из них попались пьяными повторно, поэтому угодили под следствие уже по уголовным делам. Стоит отметить, в некоторых случаях именно активная помощь неравнодушных граждан помогла силовикам установить злостных нарушителей и привлечь их к ответственности. С февраля прошлого года каждое такое подтвержденное сообщение поощряют материально. Любая информация, которая поступает нам от граждан, нами отрабатывается. Мы любой информацией в части, касающейся нарушения правил дорожного движения, рады. Мы всегда
Стараемся всю эту информацию отработать, оперативно отработать, когда речь касается управления водителей в САО или еще каких-то вопиющих нарушений правил дорожного движения. Плюс данная мера, мне кажется, повышает уровень нетерпимости граждан к нарушителям правил дорожного движения. Цифры говорят сами за себя. В прошлом году из 34 таких сообщений 27 получили подтверждение. За достоверную информацию бдительным гражданам выплатили по 3000 рублей. Не исключено, что размер денежного вознаграждения за сообщения о пьяных водителях будет увеличен в 3 с лишним раза. С такой просьбой к депутатам Госсовета Коми уже обратилось руководство регионального МВД.